На главной республиканской трассе Псо-Ингур выявлено немало опасных участков, проезд по которым сопряжен с повышенным риском дорожно-транспортных происшествий. К примеру, буквально несколько дней назад на 9-м километре республиканской трассы Псо-Ингур в районе поселка Цандрыпш прямо на проезжую часть упали 3 дерева. К счастью, в этот момент дорога была пуста и не было машин. Силами ДРСУ-1 города Гагра трасса была очищена от завалов. Но ситуация здесь по-прежнему остается сложной. Часть деревьев вдоль автотрассы растут криво и при непогоде могут упасть на проезжую часть, куда хуже и на сам транспорт. И потому необходимо предпринять незамедлительные действия по устранению проблемы, говорят специалисты. А на 14-м, 17-м и 19-м километрах трассы Псо-Ингур ситуация в разы хуже. Практически ежедневно здесь происходит расползание насыпи и обвал камней, а во время непогоды и сильных дождей случаются и обвалы крупных валунов. Срочно надо принимать меры. Здесь, во-первых, частное строение уже под угрозой и может привести к летальным исходам. Мы везде это на всех уровнях проговаривали, писали письма, поэтому я думаю, что в этом году, в 2019-м, эти вопросы найдут своего разрешения. Ситуация с автодорожными туннелями на объездной дороге Гагры тоже сложная. Оба туннеля нуждаются в косметическом ремонте. Кроме того, освещение внутри них тусклое. Поэтому специалисты устанавливают дополнительные осветительные приборы. На сегодняшний день установлено 103 новых прожектора. Около 200 еще надо установить. Помимо освещения в туннелях необходимо устранить протечки, которые образовались из-за осадков. Ввиду ливневых дождей существует много протечек, которые невозможно устранить. Это должны делать специалисты, которые могут эту работу выполнить. Мы своими силами не в состоянии это сделать. Свод, он не держит воду, естественно, потому что там время прошло, большое время. Никто в свое время в течение многих лет не занимался, а мы эксплуатируем туннель уже 6-й год. Автодорожные мосты нашей республики, как и туннели, находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте. К примеру, на Гуместинском мосту вышел из строя крайний деформационный шов, предназначенный для уменьшения нагрузок на элементы конструкции в местах возможных деформаций. В результате на проезжей части моста появились трещины. Поломка серьезная, поэтому мы сейчас в устной форме обговорили с берегозащитой, руководством. Будем ремонтировать. Готовим сейчас документацию. И потом, по согласованию с госавтоинспекцией, 2 дня будем давать объявление. И в ночное время нужно будет нам приступать к ремонту. Деформационный шов вышел из строя и на Бзыбском мосту, а также на мосту в Гагре по объездной дороге. Они также нуждаются в незамедлительном ремонте. Помимо республиканской трассы, немало дорожных проблем в городах и селах нашей республики. Так, в селе Абгархук река Апста смыла часть дорожного полотна. Силами местной администрации и Гудаутского района русло реки поменяли, но ситуация по-прежнему критическая. По просьбе главы района мы буквально проводим сейчас топографические съемки, геологию изучим, подготовим документацию и будем как-то совместно решать вопрос финансирования, и нужно дорогу срочно ремонтировать. Сотрудники Абхазавтодора делают все, что в их силах для приведения в надлежащий вид поврежденных участков трассы Псо-Ингур. Однако очевидно, что с таким объемом работ своими силами компания не сможет справиться. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.